Как же дорого здоровье в наше время, и жизнь прекрасной, счастливой семьи может измениться в один миг. Несправедливо и безжалостно судьба обошлась с маленькой девочкой Фридоной Авицба. Ничего не предвещало беды до 5 июня 2024 года, когда в многодетную семью Авицба пришел страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Конечно, это, я не знаю, надо ли говорить о том, в каком шоке мы пребывали вообще, потому что еще вчера наша дочка там стояла, участвовала в благотворительной акции, радовалась жизни, со всеми своими братьями, сестрами гуляла по Сухуму, а на следующий день уже мы вот в реанимобиле едем в Краснодар. Вообще, сначала было все так как-то непонятно, и вообще вот до конца не было никакой осознанности, что вот именно с нами это происходит, и у нас такая вот страшная болезнь. Потом уже, когда ты это осознаешь, с этим свыкаешься, как-то уже переоцениваешь все и берешь себя в руки и понимаешь, что сейчас тебе нельзя сдаваться, опускать руки, и нужно вот сконцентрироваться на лечении ребенка. На днях у меня была консультация с нашим лечащим врачом, профессором, доктором Барзилай. Она озвучила мне весь дальнейший план лечения. Нас ждет много курсов химиотерапии. Сейчас мы проходим второй курс химиотерапии. Затем нас ждет 3 блока высокодозной химиотерапии. И затем нас ждет трансплантация костного мозга. Мы понимаем, что это очень сложное лечение, очень длительное, что это очень серьезно все, но все-таки у нас есть надежды, у нас есть шансы на выздоровление, на полное выздоровление и возвращение к нормальной, к обычной жизни, и чего мы все ждем, надеемся и верим. Онкологическое заболевание, которое поражает костный мозг, не должно лишить жизни еще совсем юную и лучезарную Фридону. Фонд Ашана открыл сбор средств на лечение девочки, и уже за пару дней есть большие успехи. Сумма кажется огромной, неподъемной, но мы на опыте работы фонда, а также население нашей республики не раз доказывали, что мы, объединившись, можем собрать и гораздо большие суммы. Меньше чем за один день нам удалось собрать более 2 миллионов 800 тысяч рублей. Это хорошее начало. Уверена, что такой сбор активный будет продолжен. Уже второй день нам обрывают телефоны, рабочие номера, звонят на личные номера сотрудников. Люди хотят участвовать, каждый как может. Организовываются благотворительные концерты, выставки. Люди продают свои книги, изделия ручной работы, вещи. Каждый думает, как бы помочь этой маленькой девочке. Фридона с детства мечтала стать актрисой, всегда была активной и жизнерадостной девочкой, идущей к своей цели. Она окончила учебу в детской студии Русдрама и даже сыграла главную роль в выпускном спектакле. Театр для меня это все, это вся моя жизнь. Я мечтаю больше всего стать актрисой театра и кино. Хочу вернуться поскорее домой и играть на сцене своего любимого русского театра. Проблем со здоровьем у девочки не было до недавнего времени. На лечение Фридоны Авицба нужно собрать $300 тысяч, более 25 миллионов рублей. В стоимость лечения входят курсы химиотерапии и трансплантация костного мозга. Между тем, как сообщил гендиректор Русдрама Ираклий Хиндба, вся сумма от проданных билетов на спектакль «Евгений Онегин», который пройдет 31 июля, будет направлена на лечение Фридоны Авицба. 25 миллионов кажется огромной суммой, но общими усилиями и ее можно осилить и подарить девочке шанс на жизнь. Призываю всех жертвовать даже рубль, 10 рублей, 100 рублей. Они все суммы имеют значение. Сила маленьких пожертвований, только объединившись по рублю, по 10 рублей, по 100 рублей, мы сможем собрать необходимую сумму. Пусть никто не думает, что его вклад он незначителен. Любая сумма имеет значение.
Любой, хоть и небольшой вклад, очень важен. Помочь может каждый, отправив маленькое СМС по номеру 5050 со словом «Добро». Также можно перевести средства на банковские счета фонда, реквизиты на официальном сайте Ашана. Ульяна Рожкова, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение.